Здравствуйте, дорогие зрители! С вами шоу кулинарное про смарт-питание и нутрициологию. И с вами я, ведущая Аяла Конакбаева. Мы в этом выпуске поговорим о том, как внедрить ПП в наш ритм жизни, в наш бешеный, скажем так, ритм жизни, как оставаться здоровыми и все-таки как совместить наши традиции и ПП, казалось бы, несовместимо. И в этом мне поможет сегодня моя подруга Маржан, красавица, бизнес-вумен. Кстати, вот не понаслышке, да, как раз про традиции и про ритм жизни. И тем более и детки, и семья, и как все успеть. И самое главное, чтобы все-таки было полезно, чтобы здоровыми были все. Да, благодарю, Аяла, за приглашение. Очень рада. Спасибо большое. И мне прям не терпится начать. Да, я тебя сегодня удивлю рецептами. У нас сегодня будет орама на пару. Это, да, но не с обычным тестом. Что ты придумала? Усложнила рецепт, но на самом деле очень просто, но чтобы это было ПП, потому что многим глютен нельзя, у многих аллергии, у многих диеты. Маржан, скажи, я пошла. Как это казахов нельзя глютен? И шарлотка тоже без глютена, без сахара обычного. Ну, то есть деткам, чтобы все-таки более было полезно, мы должны беречь наших деток и здоровье. Тем более сейчас заболевания разные, сахарный диабет, вот это все страшно. Поэтому я буду тебе подсказывать, а ты мне будешь помогать. Ты будешь моими руками, а я буду говорить. Ну и, конечно, поговорим о твоем бизнесе, о том, как ты, как настоящая Келлен, и твой блог, и вот это все совмещаешь, потому что для меня это что-то вообще несовместимое. Как раз две вселенные соединились. Да, вот. И это действительно восхищение и пример многим, так что можно успевать все и быть еще и красоткой. Так что давай приступим. Смотри, мы берем яйца. Это для урамы. Это и для урамы, и для шарлотки. Ты хочешь урама или шарлотку? Я бы приготовила шарлотку. Скажи, мне попроще, да? Да. Ну все. И, кстати, самое главное, мы будем готовить на пару в духовке, а не в пароварке. Подожди, как на пару в духовке? Да. А сегодня нам с тобой будет помогать наша крутая духовка Dual Cook Steam, у которой есть режим на пару. Правда? У духовки? Да. Урама будет на пару, то есть нам не нужно отдельно стоящий, скажем так, агрегат, чтобы приготовить, да. И еще также нам поможет духовка с микроволновой печью, с режимом. Пока, то есть урама будет готовиться, наша шарлотка будет в тепле. А урама, там сколько урамы поместится-то? Так вот, смотри, у духовки большой объем. Также он делится на два, кстати, на два отдела. Можно готовить параллельно что-то, вообще два несовместимых блюда, к примеру, что-то, например... Шарлотку и урама? К примеру, можно, да, но так как мы хотим, чтобы шарлотка все-таки была теплая, мы сегодня будем использовать эту духовку, у которой есть режим СВЧ, микроволновки. Микроволновка. Да, все верно. А здесь мы будем на пару, то есть мы здесь сейчас это убираем, разделительную досточку. И вот она, да, наша пароварка? Все верно. Все, супер. Берем ее, то есть видишь, как удобно. Вот. Да, слушай, хороший объем. Я думаю, на половину казахской семьи хватит. На половину. Да. На алматинскую семью, на шымкентскую не хватит. На шымкентскую, на актаускую не хватит. Ну ничего, в принципе, 2 раза можно будет заложить. Ну вот, да. Супер, и отлично. смотри, здесь также сатиновое покрытие, и я думаю, у кого много деток, будут рады, что не обожгет, да, не обжигает. Слушай, это так удобно. У меня просто глаз дергается, когда сидишь, чай пьешь, и вот так смотришь. Да. И следов нету. Да. И вот смотри, время готовки работы 1 час. Так, печь выключена, и мы начинаем старт. Ты пока хочешь подключить, да? Да, пока пусть разогревается. Шикарно. Слушай, это как действительно профессиональные печи, которые у меня стоят в цеху, но при этом такие красивые и с сатиновым покрытием. Просто. И я без конца хочу трогать. Да. И красиво, главное, по дизайну. Очень красиво. Да. Так, отделяешь 3 яйца от белки от желтков. Так, я пока перехожу на тесто. Мы берем псилиум. Хорошие, знаешь, такие белки, яйца такие. Я же говорю, они такие крупные, когда вот увидела, думаю, надо же. Так, добавляю горячую воду. Ты сейчас готовишь дома? В силу бизнеса? Да, готовлю, потому что мои дети, ты когда спросила, готовишь дома, я уронила. Знаешь, кстати, как можно его подобрать? Есть классный лайфхак, связанный с бутылочкой. Да, кстати. Да, ну можно ложечкой, так. Давай. Давай ложечкой. Окей. Дома, да, готовлю, потому что мои дети все-таки хотят, знаешь, более домашнюю кухню. И
мы буквально ходим в свои же кафе там или куда-нибудь Ну еще да, по да, выходным. да. А скажи, пожалуйста, расскажи мне про бизнес. Все эти рецепты, то, что ты готовила, правильно? Ты просто внедрила это у себя в пекарне. Да, я, знаешь, начала с того, что пекла дома на заказ там, когда мы еще жили. В Актау. Так. Вот, оттуда я начала. Давай я тут все выброшу Давай, аккуратненько, давай. а то сейчас это будет все Так, можешь? расходиться. Давай, я сюда положу. И салфеточку можно? Да, конечно. Спасибо. Да, и начинала с этого. Потом как-то решила сама по себе, знаешь, надо открывать пекарню. Круто. Хочу печь хлеб. Никакой финмодели, никакого По-казахски, да, бизнес-плана. По-казахски, да, посчитала в голове, в калькуляторе, такая, все, болда, пойду. Ну, ты знаешь, это очень сложный бизнес. У меня просто была кондитерская, ну, правда, это ПП было, все же узконаправленно, но это, блин... Это очень сложный бизнес, на самом деле. Это такой, знаешь, очень много мелочей важных и прочего. Но я прям балдею. Я добавляем кокосовый сахар сразу сюда, и да? взбиваем венчиком. Венчиком? Ты с какого века? Нет, конечно, если у вас есть венчик, смотрите, взбивает. Конечно, взбивают. А ты что думала? А видишь, я я умею решила только тебя орать. Проверка. Я знала, что ты могешь. Слушай, ты решила... на кокосовом, да, сахаре? Да, потому что кокосовый полезнее. Мы же все-таки ПП. Так что... Разве это не такой же сахар? Нет, он намного полезней, и он все-таки слаще, чем обычный, поэтому... Его меньше, да. Ну за счет этого, да? Кокосовый полтала у меня Но он все усиливается. равно также, по-моему, поднимает, да, инсулин или что там, глюкоза? И вообще, если сахарный диабетик, мы все равно не используем. Но инсулин он, кстати, так не поднимет. Да? Он более стабилен. Вообще, знаешь, с инсулином такая смешная ситуация связана. Давай. Я решила дочке сама сдать анализы, там, общий анализ крови, то есть я такая, проверю инсулин. В общем, получаю я после обеда, ближе к вечеру результаты. Просто пошла один инсулин вставать? Да. Окей. Не спрашивай. Такая, давайте инсулин. И, в общем, смотрю, он у нее подскочил. Там, по анализам. Забиваешь в Google, ну и сразу тебе. Диабет второго типа, приехали. Я всю ночь не сплю, пишу всем своим подругам, которые кое-как связаны с медициной, там были и массажистки, и все, мы собрали консилиум, да, по которому решили, и одна из них была только адекватная, она сказала, ты что, сдаешь один только инсулин, нужно же сдавать вместе с глюкозой. Я такая, да? Я говорю, слушай, там по всем вот этим вот симптомам она пить часто просит. Она меня часто просит, она просто просит пить, она просто хочет Она пить. просто ребенок. Она просто ребенок, да, она просто потеет. Ты тоже так к сотрудникам докапываешься? Нет, я вообще довольно добрая. Ты строгий руководитель? Я, например, зверский руководитель. У меня для этого есть мой брат. Мы же бизнес ведем вместе, да. Он плохой полицейский, я более хороший, да. Вот так вот. Это очень удобно, кстати, да. И в семье так. Да. И с детьми. Везде эта техника работает. Да. То есть мы применяем метод, который работает с заключенными на допросе. Типа сначала заходит... Да, сперва доверие. Да, сначала доверие. А потом... Да, сначала заходит муж, там говорит, все, давай, быстро, говори, это ты сломал сыну, например. Ты сломал или не ты сломал? И он такой говорит, нет, папа, это не я. Потом захожу, я говорю, сын, ты же знаешь папу, он просто нервный. Он очень, да, лучше признайся, тем более брат тебя сдал. Сразу, да? Да. И вот так вот мы выбиваем с них показания. До какой степени мне нужно до пиков? Я не буду тебя мучить. Миксер есть. Так и знала. Теперь смотри, мы добавляем сюда корицу. Вот она. Детки любят корицу? Нет. Мои нет. Тогда не добавляй. Мы же все-таки подстраиваемся под твоих. Какая шарлотка без корицы? Полюбят. Вот, да. Все? Да. Немного будет? Нет, нормально. Хорошо. Там, да, получается так. Теперь соду надо смешать с мукой. Это рисовая мука. Гасить будем? Гасить. Да. Нет. Типа? Да, типа нет. Нет? Ладно, просто, да? Так, оставь. Так, остановись, женщина. Теперь, пока убираем эту в стороночку, ты режешь яблоки. Так как у нас формочка небольшая, рассчитай, сколько яблок ты должна выложить на дно. Хорошо. Ну, сейчас сделаем. Вот. Кстати, вот на эти зеленые яблоки мне очень их сильно хотелось, когда я на первого сына была беременная. Я их килограммами пожирала. Да? Именно зеленые, кислые яблоки. Что ты хочешь? Она обожает эти кислые яблоки. Но все-таки, да, то, что вот обычно, что в беременности, во время беременности ест мама. Потом дети, да? Детки, да. Хорошо, я мел не ела. Да, Ну, а кстати... то мне всю побелку съела бы.
Но это, кстати, это лишь показатель того, что мама в дефицитах. Потому Да? что железа и кальция не хватает. Кстати, насчет токсикоза. Это правда, что если у женщины токсикоз, значит, у нее какой-то там дефицит, еще что-то? Да, у нее поджелудочная не работает, значит, Да? и печень, да. Токсикоз был? На всех троих первые 3 месяца моей жизни беременности можно просто выключать. Просто, да. Потому что я все время выкладываю, да? Да, выкладывай. А лимончиком потом? Можешь, нет, потом сверху просто Сверху, да? спрыснешь, да. Потому что, знаешь, вот первые 3-4 месяца я просто либо сплю, либо... Ну, ты поняла. Да. Да, мне прям плохо. Ну вот, захочешь следующему ребенку можем подготовить. У нас прям целый план у нутрициологов. Да, я могу без токсикоза его встретить. Абсолютно спокойно. Потому что у меня, в принципе, проблем нет по внашиванию детей. Там, я рожаю достаточно спокойно сама, как наши предки, без анестезии. В степи, на ют меня привязывают. Вот. Ты можешь, я знаю. Ну, Да. вот истинный телец. И в юрту, и в горящую избу. Мы, короче, в горящую юрту войдем, коня на скаку приготовим. Все. И еще тесто где-нибудь вот так Да, вот. еще по дороге тесто еще раскатаем вам. Даже, знаешь, дома деткам я оладушки готовлю. Я им готовлю вот с кокосовым маслом Мгм. и на муке, сейчас скажу, на какой муке, не на рисовой. Миндальная, Не помню. гречневая, нутовая, безглютеновая. Нет, наверное, она обычно что-то наврала, Обычно. я, по-моему, не могу вспомнить. Да, но я помню, что я что-то кокосовое Это в её такое. мечтах, И что она. кокосовый сахар добавлял. Вот что Вот, все. да. Потому что я люблю только обычную муку, знаешь, нашу хорошую, Ну, многие, казахстанскую. да, все-таки говорят, Шикарную. Все-таки потому, что мне кажется, что у нас глютен, он где-то в нашем ДНК в казахском. Просто Нет. Нет, разве? А вот в 30-е годы вот мы выжили. Но это только благодаря тогда, глютену но так уже. же, как и Италия. То есть во Италия. время голода, да. Жива, здорова, прекрасно. Счастливые люди радуются. Но они, кстати, мясо Пиццу не едят, едят. ты знаешь? В Мясо таком не едят. количестве, Просто как у них мы. дорогое. А у них и нету столько И нету мяса, мяса. и поэтому Всё. у них нету атеросклеротических бляшек и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вот так И вот. Везде, несчастные, короче, да, в есть этом плюсы. плане? Они, мне кажется, наоборот, счастливые. А знаешь, я еще слышала, что вот эти вот народы, которые проживают где-то на Кавказе, Мгм. они почему долго живут, хотя едят очень много мяса, потому что они параллельно едят много зелени. Да, верно, вот все Да. верно. То есть И- мы можем, в принципе, дальше есть бешпармакур, да? Просто побольше салатика, да? Да, все-таки сбалансировано. То есть Супер. бешпармак раз в неделю, например, хурдак там, ну, раз в неделю или в гостях где-то, а так, конечно, салатики свежие, да, овощи или что-то более-менее полезное. И тогда все будет нормально. Вот. Смотри, Скажи тесто это нашим замесила. казахским мужчинам. Ага. Да, казахский мужчина. Потому что нашим казахам еда без мяса блюдо, это не блюдо, Да. это текст, закуска. Да. Тамак кайда. Вот, замесила. Сейчас в холодильник поставлю, чтобы чуть-чуть взялось. Слушай, такое интересное тесто. Да, псилиум, видишь, немножко. Оно должно вот так прилипать, Да, да? да. Ну, помягче. Потом, конечно, мы муку добавим еще, когда будем раскатывать. М. Я сейчас уберу в холодильник, и мы возвращаемся к твоей шарлотке. Отнесли наше тесто в холодильник отдыхать. Мы пока займемся начинкой, а ты продолжишь тесто на шарлотку. Да, Вообще я- шарлоточку саму. А то я тут ушла, знаешь, уже лепить какую-то... Все, успокой меня, остановите, Нет, нет, тельцов Нормально? нельзя останавливать. Нельзя? Продолжай. Хорошо. Я пыталась. Нет, в принципе, нормально. Яблок, я думаю, что хватит. Да, здесь уже Окей. как вы Мгм. любите, да, кто-то больше, кто-то меньше, в принципе, можно грушу, можно персики. За Да, это я люблю кстати. шарлотку, что Мгм. можно вообще и ягоды, вот. Так, да, сбрызнуть Ты лимоном. думаешь, сбрызнуть или вот так вот прям? Как тебе нравится? Я люблю немножко кислинку. Я вообще не люблю слишком сладкое. Да. Ну, Вот. так что это на любителя, опять-таки, как вам нравится. Мгм. И также на орома, да, то есть, Да, мы брызгаем еще для чего? Чтобы они не почернели. да. И также на орома, да, мясо можно, в принципе, как фарш, а кто-то, как манты, любит просто порезать. Отлично. Я каждый раз, знаешь, переживаю за пики, Ты знаешь, чтобы они мне не упали. ну, я мы знаю, не да. меренгу делаем. Ни меренгу, ни бисквит, но все равно, знаешь, как-то глаз уже дергается. Ну да, я знаю, я тоже такая, нет. Да, ну хорошо, что шарлотка терпит. Да, и, конечно же, то, что кокосовый сахар, он все-таки не дает такие прям пики, если честно. Да, он Как бы мы сложнее пытались, взбивается. да, делать Ну, меренгу. такой цвет красивый, да, получился? Да, Смотри. он очень такой Так, что добавляем тёпленький. дальше? Так, теперь рисовую муку Мгм. и кокосовое
кокосовое масло. Мне нравится, знаешь, рисовая мука в выпечке более-менее, потому что в ней клейковина есть ближе, которая к обычной муке. И легче, пшеничной, да, и легче, потому что когда ты делаешь там, не знаю, из какой-нибудь овсяной муки, она все-таки выпечка так прям не получается. Гречневая чуть-чуть запах дает, я согласна, Да, детки да, не все да. любят. И, кстати, сырники из рисовой очень вкусные. Очень вкусный, да? Ну, надо попробовать Да, обязательно. попробуй. Так, все, дальше. Так, теперь Мгм. выливаем. Мгм. Аккуратненько. Аккуратненько, да. Я люблю этот процесс, конечно. Смотрите, какое тесто получилось у нас. Ну что, пойдем закладывать? Открывай свою волшебную шкатулочку. Так, Все, открываю. хорошенько как раз. Да, все разогрето, аккуратно. Разогрелось. И все. Продолжить. Мгм. Ну что, Так. так, помоги мне с луком. Я думаю, один хватит. Хорошо. У меня, знаешь, мама в детстве говорила: Машан, ты, конечно, хорошо готовишь, но за тобой нужен один человек, который будет убирать Мне эту мама посуду. так же говорила. Да, потому что это был... Тогда рецептов не было же, ютуба не было. Да. И я готовила все на глаз. И тестировала на соседских ребятах. Да, мои первые печеньки и пироги все. они Вы пробовали. живы, ребята? Живы, не знаю, но печеньки вроде были вкусные. Ну вот, Как мне лук резать? Мелкими кубиками? мелкими, да, как на манты. Как на манты или как ты мясо порезал? Ну, как я мясо. Ну, я не знаю, кто-то просто же любит крупное Да. лук, чтобы прям сочно было, так сок тёк. Ну, он будет на зубах скрипеть. Да, я, знаешь? например, тоже не люблю. Я вообще Я люблю- предпочитаю чуть не в блендере, в комбайне. Да. Чтоб, ну, или из-за того, что дети маленькие дома. И им Ой, с лишь бы- детьми вообще, знаешь, нельзя что-либо с луком, потому Да, что да, мои да. прям его находят. Это, знаешь, самое большое вранье для них, когда я говорю, они говорят, мама, без лука? Я говорю, Не-не, «Без». лука нет, да. И они такие, где же был лук? А уже Я не знаю, половину почему. съели. Ну, Постарше становится, знаешь, менее привередливой. И очень важно, оказывается, вот этот лук, наверное, все-таки водить с какого-то, вот, знаешь, пораньше, что ли. Может, потому что они с ним поздно знакомятся. вообще прикорм должен быть нормальный, скажем так, с Вот. человеческой еды уже с 9 месяцев. То есть мы же как, до 9 там кашки, там, да, не дай бог. А так, если, в принципе, взять обычный суп и просто в блендере там пройтись, Мгм. очень даже... Вот, я, Нормально. знаешь, начала прикорм дочки с брокколи. Мгм. Она обожает брокколи. Мгм. Просто я ей обязательно Классно. отварю. У нас перекус это брокколи, Мгм. сырая морковка натертая, говорю, нарезанная. И Мгм. все, они пошли целый день жевать. Огурцы, морковь у нас на столе вместо конфет. Очень круто. То есть у тебя дети конфеты не едят? Едят, конечно. Ну, я Тем более, такая в когда- надежде, может, не едят. Ну, едят, конечно. Я не знаю, как их отучить. А тем более, когда у них сейчас есть свои карманные деньги, они идут в ну это магазин, и все, там, знаешь, уследить невозможно. Но это все на личном примере, казалось бы, ты убираешь все. Половину луковиц, по-моему, даже подойдет. Мне да, тоже нет? так кажется. Я Да? просто, да. Мне Ну, кажется, просто, я просто на всякий случай так. Окей, давай тогда я тебе вот так вот прям положу. С собственным примером-то мы их приучаем, но Мгм. все равно они вот в магазинах, все это доступно, и они говорят, а что нам покупать? Особенно, когда в школе не знают, что перекусить. Это да, кстати. И ты не знаешь И ты реально, думаешь, что делать. А с собой ложить? С собой я им отдавала, сэндвичи делала, боксы, ланчбоксы делала. Да. Да. Ну, там все детки, когда едят, конечно же, что-то Они купленное, потом этот да. ланчбокс, знаешь, потом им в рюкзаке валяется, потом мы чувствуем, что какая-то вонь. Что-то испортил, Да, плесень. кажется, потом у меня младший сын вспоминает, это сэндвич. И все. Ну, Вот так вот. ну, это да, это вот история все-таки, которая еще, видимо, вот эти фильмы американские еще, когда, вот, ну, в общем, да. Ну, а пока я схожу за тестом, здесь приберемся и начнем уже катать орома. Давай. Давай, так что я пошла за тестом. Ну что, раскатали мы тесто. Пока мясо как раз постояло, замариновалось, оно будет еще пропиталось, еще более Так, сочным. Давайте я принесу. да? Давай, я пока расскажу нюанс, раскатываем между двумя пергаментами, потому что тесто все-таки без глютена. Тяжеловато, да? такое? Нет, нормально. Нормально? Я думала, она еще тяжелее. Это все из-за крышки, она же Крышки. огнеупорная. Да, Всё. так что вот так вот сейчас мы поставим. Смотри, рулет мы будем заворачивать вот так вот, потому что тесто без глютена, чтобы оно не порвалось Мгм. все-таки. А не слишком толсто накатала? Вот здесь вот да, потому что все-таки я побоялась, что порвется. Ага. Ну, по-разному, знаешь, когда все-таки начинка не мясо, а что-то помельче, Мгм. можно прям тонко. А тут как раз они и пропекутся Да, одновременно, Одновременно, да, чтобы Ага. не порвалось еще. Да? Так, крутим, крутим. Так, Все. Алпсмре. и смола. Все, так, ну можно здесь обрезать. Как тебе нравится? Давай обрежем. Да, давай, чтобы более эстетично было. Два эстета нашли друг друга, говорю же.
Я, знаешь, особенно люблю, когда на кухне красиво. О, Когда это- вот так техника такая красивая, такое все ровненько, однотонные цветочки. Я должна прям чай пить из красивой чашки. Да. Прям для И меня чтобы важно. сервировка была. Так что Мгм. вот, давай подключать. И как раз... Зазвенел таймер, да? Да. Супер. Так, Мгм. все, окей. И... Тарам-парам-парам. Пам! Та-ра-та-та. Смотри, какая она. Аккуратно. Какой аромат грандиозный. Так, скользкая. Скользко, аккуратно, да. Красота, красота. Ровненькая, Все. да? Итак, орома мы готовим на пару, Мгм. поэтому мы вот ставим режим пароварка на 1 час. Кстати, проверить надо, вода есть здесь или нет. А, вода сюда Вот заливается. сюда заливается, да. Ее Вот. хватит на А здесь 1 есть час? прям, смотри, на цикл? да. А если закончится? Нет, он хватит на один, скажем так, на одну Цикл? Ага. цикл, да. А потом, если что, дольешь. ну всё, вот, отлично. в принципе, вот. Мгм. Залили, поэтому старт. Давай. Вот видишь, где? Уже нести? Где? Для запуска режима пароварки требуется наше «да». Так, Алпс-Смоляк. На какой уровень? Вот на вот этот, видишь, вот На здесь самый вот нижний? есть «да». Так. Давай. И до конца. Он должен вот всё. встать. Видишь? Щелчок. Щелчок такой произошел, да? Окей. Все. А пока пойдем попьем чай, отдохнем, подождем, пока все приготовится, и насладимся временем. Я за. Прошло время, и время доставать нашу орома. Мне прям Шарлотка, интересно. кстати, остыла, да, уже? Да. Нет, еще горяченькая. Горяченькая? Мгм. Так. Мне прям Это ж- интересно, что получилось. Так, очень горячо, аккуратно я сделаю вот так. Аккуратненько, давай. Так, помоги, спасибо. Мгм. Так, ровно стоит? Ровно. Так, теперь я открываю стекло, убираю. Вау. Эффект пароварки, да? И какой Да. аромат. Аромат шикарный. И что хорошо, он, получается, жир, да, весь стекает вниз? Да, классно, да? Да, очень удобно. И жидкость, видишь? Мгм. То есть очень удобно. Дорогие зрители, сейчас хочу заострить ваше внимание. Вы скажете, что за комочки. Ну, псилиум такой попался. Иногда он не оставляет такие комочки. Не обращайте на это внимание. Это лишь издержки рецепта. Так Мне что кажется, он красивый так, Да, наоборот. прикольно, Какой-то да? аутентичный, знаешь, аутентичная арома у нас сегодня. вот Мгм, так. Здорово. Как в древности готовили. Да, мы парились. Все, я режу. Мгм. Давай тарелочку. Вот так вот, да? Да, Показав. без проблем. По-свойски. Ураман Демкурик. Если что, я в этом виновата. Если... Посмотрим, что у нас тут получилось. Так. Давай. Сейчас мы- Так, горячо, аккуратно. М, Вкусно? мгм. Ух, все, слава богу. Реально вкусно. Ты доедай, Мгм. мы засервируем, а все подготовим, нальем чай и продолжим наше чаепитие. Засервировали, все подготовили, чай заварили, так что давай пробовать пить чай. Ты меня очень сильно удивила этой духовкой. Я прям в Мгм. восторге от нее, что можно вот параллельно и мясное готовить, и плюс еще и что-нибудь другое, а то, что вот И у нас на пару. и на пару, и то, что это все, знаешь, жир весь вниз стекает. Да, То есть да. очень классно. Я очень переживала за мясо, но оно пропеклось, оно просто идеально, оно нежное, мягкое, сочное. Я тебе скажу больше, данная духовка имеет функцию в настройках язык казахский, Правда? поэтому Ути керемет. да, это очень классно, что настроено на нашу страну. Да, ути керемет, рахмет. Да, ути керемет. Так что давай Пробуем пробуем шарлоточку. шарлоточку. Так, давай я со своей стороны попробую. Мне интересно прям. Давай, как кондитер. Я не кондитер, не пекарь. Ну все же. Мне нравится. Слушай, она вообще классная. И яблоки хорошо пропеклись. Угу.
И самое главное, цвет и полезно. вкус. Оно сладкое. Да. Я думаю, главное у меня для дети за обе щеки ее, наверное, уплетут. Ну И яблоки, вот. смотри, какие красивые. Все супер, я прям в восторге. Я очень Спасибо, рада. что позвала. Я очень рада, что я поделилась полезным опытом с тобой. Мгм. И что мы это сделали весело, смешно, Да. посмеялись, Поболтали, поговорили. да. Так что спасибо тебе большое. Спасибо. Очень была рада тебя видеть в гостях у себя. Поэтому я надеюсь, вам тоже было очень полезно, вкусно, и вы непременно будете использовать данные рецепты. И оставайтесь, и до скорых встреч.